Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, иншаллах, сегодня хочу рассказать про одного человека, один из лучших, можно сказать, один из лучших рабов Аллаха, который собирался в его маджлисе несколько тысяч людей, чтобы его слушать. Он не был пророком, не был сподвижником, он, однако, был наследником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который понимал ислам глубокими смыслами. Он не был с детства праведным человеком. Настолько велика милость Аллаха, который призывает нас не отчаяться от Него. Любое время, любой миг может быть причиной, чтобы ты стал праведником. Его зовут Малик бин Динар, рахимахуллах. Малик сын Динара. На веки веков ученые, алими, рассказывают его истории, его мудрые слова. Никто про него, чтобы было плохо обзывался, такой не было. Он был полицейским, он был пьяницей, постоянно выпивал. И как-то какой-то миг, какие-то его внутренние ощущения, хоть он был грешником, это был причиной, что он стал не только праведником, один из лучших праведников. Расскажу вам, что было причиной, что он стал таким. Какой бы из нас не был грешником, это дает нам понимать, мы должны всегда стараться что-то делать ради Аллаха, чтобы Аллах принял это. Малик бин Динар сам рассказывает про себя. Он был полицейским, который контролирует в рынках. Однажды он увидел на рынке двоих издалека, которые спорили между собой. Но одного увидел, что он более жестокий и сильный. Отбирает у этого слабого человека насильно и то, что он взял для себя, для дома. Но он понял, что тот как-то не прав, который был жестокий. Когда тот сильный, жестокий забрал у него то, что он взял для себя, для дома, я услышал, говорит, этого слабого человека, что он говорит, я слышал, видите, хадис, баракат хадиса. Он говорит этому жестокому человеку: Аллах будет тебе судить в судный день. Я не вышел на рынок, кроме как, подчиняясь хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Какой хадис? Кто-то выйдет на рынок, что-то покупать для своей семьи, и вернется он к себе домой, купил, взял, и вернется к себе домой, и даст то, что он купил своим дочерям. Илля, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, кроме как Аллах посмотрит на этого человека в судный день. Мы видим здесь, то, что ты покупаешь для семьи, это тоже вид одного поклонения к Всевышнему Аллаху Та'ала, что ты обеспечиваешь, выручаешь семью, радуешь семью. Поэтому призывает этот хадис пророка, алейхиссалату вассалам. И он обращается ему еще раз. Он сначала напомнил, по какой причине он вышел на рынок. И говорит: ты забрал у меня те вещи, которые я хотел обрадовать моих дочерей, говорит. И радость их не забрал, говорит, у меня. Говорит. И Аллах судья между нами. А Малик бин Динар, как мы сказали, полицейский, он услышал их разговор и затронул его сердце. Появилась жалость этому человеку. Поругал этого жестокого человека. Забрал у него, конечно, он узнал, что он притесняя забирает эту вещь у него. Забрал и отдал этому слабому человеку. Малик бин Динар говорит, рахимахуллах, когда я ему вернул то, что ему принадлежит, увидев его в лице радость и улыбку, я сделал намерение, говорит, если я ему действительно помог, обрадовал, с намерением таким он подошел, может, я так обрадую этого человека, помогу, Аллах меня простит, говорит. Хотя он был грешником, пьяницей, как говорит. Как-то в глубине души он был верующим, конечно, кафир об этом не будет думать, но верующий, но грешник. Когда тот человек хотел радостно такой уйти домой, я остановил его, сказал, говорит, брат, говорит, я хочу у тебя взять обещание, говорит, и Аллах тебе спросит, говорит, если ты сейчас пойдешь домой и увидишь, как будет радоваться твои дочеря, говорит, моя просьба, говорит, тебе, скажи им, Малик бин Динар, сделайте за него дуа. Видишь, он не забыл Аллаха, хоть он совершал какие-то большие грехи. Наяву, но внутри кипит иман, который знает он, что он без никакой сомнения умрет и увидит судный день, и встретится с Аллахом. Вот это глубина души, которой мы, каждый из нас обязан выложить эту любовь и искренность в наших детей, как бы они, когда взрослеют, не будут грешать, чтобы у них внутри души, что иман был ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. И один день они должны покидать этот мир, чтобы они иманом покинули. Видите, воспитание какое-то в детей, она когда-то может повлиять. Но когда повлияет, это в руках Аллаха. Твоя обязанность, начиная с 7 лет, призывать, обучать их. Потом они не в твоих руках. Мы делаем то, что в наших силах. Сердца наших детей, мысли их не в наших руках. Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кулубана аля диник. Посланник Аллаха всегда просил: о Аллах, укрепи наш иман в наших сердцах. Это в руках Аллаха. Даже пророк просит, хоть он с Джабраилом встречается, он постоянно с подвижником, ему было неспослано Коран, он, однако, боится, что Аллах Та'ала изменит. Вот эта причина Малик бин Динар в своих уроках рассказывал людям, причина его покаяния. Он посчитал то, что он сделал на рынке ради Аллаха Азза ва Джалля, он посчитал, наверное, скорее дуа сделали эти дочеря этого человека мне, и был причиной, что он стал праведником. Конечно, бахты-барахты не бывает. По этой причине Аллаху Та'ала есть другие сны его, которые он увидел, как-то его дочь покинула этот мир,
малого возраста, который сильно он любил, его рассказ чуть длинный. И эта дочь во сне отцу говорит: о отец, о отец, о отец. Он увидел, как судный день наступил. Но он не сказал, причина его покаяния это сон был. Но для этого сна, чтобы он увидел такой сон, причина что была? Он посчитал это причиной. То, что он сделал ради Аллаха. Помог слабому человеку. Видите, когда ты кому-то помогаешь ради Аллаха, его дуа настолько сильный и влияет на твою жизнь. Чем ты сам себе будешь просить, это хорошо. В хадисах сказано, ты просил, Аллах говорит, ты проси меня языком, который ты никогда не грешил, говорит. Как это получается? Кто из нас языком не грешил? Каждый из нас. А как тогда попросить у Аллаха языком, который ты не грешил? То есть, это язык твоего брата. Ты же его языком не грешил, ты своим языком грешил. Вот дуа этого брата, который тебе помог, который попросил за тебя делать дуа, Аллахи, она сильно влияет. Это много хадисов доказано. Поэтому призываю в первую очередь себя и вас быть милосердными, помогать друг другу, попросить делать дуа за друг друга. Шафаат это называется. И видим, когда человек бывает радостный, когда он делает от души тебе дуа, бедный человек, или кто-то в трудное положение попал, и какой-то вопрос не мог решать, голову держал, не знал, к кому обращаться, и как-то он к тебе обращался, ты радуйся, что Аллах выбрал тебя. Вот у тебя много проблем, Аллах тебя отправляет, потому что Аллах любит тебя. Постарайся как-то помогать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, если не можешь ты как-то обрадовать человека материально, чем-нибудь, тогда хотя бы с улыбкой обрадуйте его. Иншаллах, брат, все в руках Аллаха, иншаллах, все будет получится. Мы будем делать дуа, иншаллах. Что сможем, постараемся тоже сделать. Ну, если у тебя не получается, попроси. У кого получается? О, брат, есть такой брат, как-то в трудном положении. Чем можем? Или какой-то мечети находится. Ты увидел этого человека, что он в трудном положении находится. Но он не может всем это говорить. А тебе не стыдно за него говорить. Иди к какому-то имаму мечети. Аллах, мой брат, который я хорошо знаю, искренний, как праведный, старается соблюдать, не ворует, не врет, семья есть, дети есть. Сделай моление ради него. Объявляй сбор. И алхамдулиллах, все это человеку получается. И он перед Аллахом, этот человек, который чуть трудное положение попал, он не считается попрошайником, потому что он сам не попросил. Это дар от Аллаха, который Аллаху Та'ala его хотел одарить. Поэтому хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: аль-муминун каль-буньянун марсус. Верующие, они как одна крепость, которая держит друг друга, говорит. Когда кому-то из них сложно бывает, они соединяются и помогают друг другу. Недавно видели, наверное, все, было объявлено сбор одному человеку, который жена умерла, 3 детей осталось, и он не может выйти на работу, и деньги нет, даже стиральной машины у него нормально не было. Еле-еле выживает. Как-то кто-то увидел его состояние, объявил сбор. Через некоторое время, короткое время, очень Аллахи, он купил себе дом и машину. И было объявлено 3 700 000 для него было собрано. Видите, кому-то каждому из этих копеек 100 рублей, 1000 рублей. Однако, когда мы собираемся, джамаат есть сила. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, нас призывает к джамаату. Ходите в мечети. Почему? Когда ты ходишь в джамаат, у тебя бывают праведные друзья, которые искренне будут болеть за тебя. Не те, которые в рынке находятся, которые хотят что-то у тебя отбирать, твое место занимать. В мечети бывают такие люди. Фихи риджалун, Аллах говорит, в мечетях есть люди, юхиббуна ан ятатахару, которые сами хотят очищаться. Как очищаться? Вот такими деяниями помогают друг другу. Когда человек в долгах и сидит дома один и ходит на рынке, голову держит, кто помогает ему? Помогает один Аллах. Ну, Аллах Та'ala сделал для этого причины. Когда мы соблюдаем, во всем есть благо, баракат. Дай Аллах нам тауфик понимать наш ислам правильно. Совершать джамааты, мечетях. Стараться ходить в мечети, дорогие братья. Аллахи, без мечети. Если человек живет просто для себя, как животный, пошел на работу, пришел и не знает мечеть, кроме пятницы, он, Аллахи, лишенный человек многих благ. Пусть Аллах нам дарит такую любовь и искренность, чтобы мы любили друг друга, любили мечети Аллаха, любили Коран, любили напоминание Аллаха. Как бы мы не были слабые, чтобы внутри у нас кипел этот иман, ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, и любовь, и радость, чтобы у нас появилась, когда мы кого-то обрадуем. Это признак нашего имана. Пусть Аллах поможет нам всем и примет наши деяния. Амин, амин. Алхамдулиллахи раббил.